Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмяркоўваць усё гэта разам з маім госцем. Даўно не быў у студыі, нават ужо ў каментарах паспелі напісаць, што даўно не бачылі у нас у гасцях экс-дыпламата, кіраўніка ініцыятывы Мальдзіс, старшым даследчык Цэнтра новых ідзей Павел Мацукевич. Добрый дзень, спадар Павел. Ну, так склалася, што мне ўвогуле пашэнціла з розных бакоў, і безумоўна чалавек можа і як палітолог, як эксперт Цэнтра новых ідэй паглядзець, расказаць, што адбываецца у нас вакол нас, з другога боку дыпламат, які можа з дыпламатычнай мовы на звычайную перавесці тое, што адбываецца таксама вот гэтай у палітычнай дыпламатычнай сферы. Ну і безумоўна, як кіраўнік культурніцкай ініцыятывы можа расказаць таксама шмат што цікавага, на што я і спадзяюся. Але давайте, спадар Павел, пачнем з дыпламатычнага вашага боку экспертызы. Скажыце мне, як дыпламат, тая паездка, той візіт прадстаўніка ЗША, дзярждэпа Сміта, які па выніку вывез яшчэ і 3 чалавек з Беларусі, 2 палітвязняў і 1 грамадзяніна ЗША. Гэта што? Вот як? Пра што гэта сведчыць дакладней? Вот вы як дыпламат, калі даведаліся новую гэтую навіну, што вы адразу у вас, якія там стрэльнулі такія, склаліся пазлы? Што вы для сябе, якія высновы зрабілі? Ну, я подумал о том, что это итог, может быть, промежуточный итог какой-то коммуникации, какого-то процесса, который шел какое-то время. Возможно, продолжительное, возможно, короткое, может быть, с перерывами. Но мне кажется, этот процесс активизировался, когда стало понятно, что власть в Белом доме может поменяться и может поменяться в другую сторону. Минск активизировал свои усилия, жесты. Мы помним, что практически с лета прошлого года Минск слал определенные сигналы. Не все хотели их считывать. С момента вяртання Петкевич с Вашингтона. Ну, я бы сказал, что... Где она там у Нью-Йорку была? Да, началась некая более активная дипломатия, которая сопровождалась не только предложениями перевернуть страницу и возобновить диалог, как это было до этого. Ну, можно вспомнить, что еще и там Маккей когда-то рассылал, будучи министром иностранных дел, будучи при жизни, рассылал письма своим, как минимум европейским коллегам с предложением начать все с чистого листа. Но это тогда не подкреплялось какими-то действиями. Здесь процесс инициативы или предложения стало подкрепляться действиями в русле ожиданий западных стран. Потому что требование освобождения политзаключенных – это одно из тех требований, которое звучит с начала этого кризиса. Ці можна верыць паведамленням, якія прагучалі у Нью-Йорк Таймс пра тое, што гэта такі глыбінны працэс, што ідуць магчымыя, прынамсі, нейкія сур'ёзныя перамовы і сур'ёзныя рашэнні, там, як там пісалі, ажно да вызвалення вялікай колькасці палітвязняў, вяртання амбасадара, вот такія вот. Як вы ацэньваеце такія перспектывы? Ну, я думаю, принципиально важно, что они есть. Новая американская администрация, скажем так, гибка в своих подходах. И допустить можно все, что угодно. То, что белорусские власти могут отпустить всех или тех, кого пожелает американская сторона при определенных условиях, ну, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Нету в белорусском случае, хотя вот Лукашенко больше 30 лет у власти, но нет ни одного политического заключенного, который с начала его президентской карьеры сидел бы и отбывал пожизненный срок, как это было, например, там в Сирии, да, или в случае каких-то иных режимов. Все противники Лукашенко, которые соревновались с ним на выборах, они выходили на свободу. Все. И выйдут и эти. Я надеюсь, что до истечения того срока, которое определили им власть. И эта задача, мне кажется, это дипломатическая задача, которая вполне по зубам американской дипломатии. Але тут узнікае пытанне, а навошта гэта амерыканцам?
асабліва на фоне того, что колькі разоў я чуў тут у нас у студыі ад розных экспертаў, что і так пытанне Беларусі для ЗША, для Вашингтона, ну недзе там на 15-м месцы стаіць. А калі браць новую адміністрацыю Трампа, для якога пытанні там правоў чалавек, палітвязняў увогуле мала цікавыя, а тут ёсць яшчэ першасныя задачы, там і вайна ва Ўкраіне, якую ён спыніць за 3 дні абяцаў, і Кітай, супрацьстаянне з якім для яго самае важнае, то ўвогуле пытанне Беларусі недзе там увогуле далі, а тут раз не паспеў прыйсці, і вот как бы такія крокі. Навошта это? Ну, мы не знаем наверняка, что думает Трамп, и какие у него приоритеты, как он... Ну, это версии, скажем так. Поклонников Трампа в мире немного, да? Нужно честно признаться. В любом случае, в американской администрации есть люди, были и есть, которые занимаются Беларусью. И в их интересах, в интересах их профессиональной карьеры. Ну, то есть это их работа. Работа дипломата вообще налаживать отношения. Поэтому и есть в американской дипломатии, администрации люди, так или иначе связанные с Беларусью. Для кого это работа, и для кого работа налаживать эти отношения. Очевидно, что-то поменялось в подходах. Лично я только это приветствую. То есть предыдущий подход или тот подход, который мы наблюдали, в принципе, все эти годы, он мало что дал. А те единичные примеры коммуникации с Лукашенко ради освобождения людей, которые были в истории этих 5 лет, они давали результаты. И мы видим, что сейчас вот приехал американский чиновник и уехал не один. А для американских чиновников, для американских администраций Трампа важно тое, что, то есть звяртаюць увагу на тое, что забрал он 3 человек. И фактично у гэты ж день 3 новых на это ж место посадили. То есть вот пытание репрессий. Ну, это же процесс. Это процесс. И у остановки репрессий тоже есть своя цена. Вопрос в том, обсуждается ли эта тема тоже. Но важно, чтобы эта тема обсуждалась, а не была лозунгом или требованием освободить всех во что бы то ни стало. И мы видим, что если зарубежные политики просто ходят по своим кабинетам с этим лозунгом и ничего при этом не делают, не вступают в коммуникацию, то это не дает никакого результата. Мы не знаем, что сейчас или до этого обсуждалось между Минском и Вашингтоном, или ответственными людьми, определенными с обеих сторон за эту коммуникацию. Я думаю, что остановка репрессий – это вопрос переговорный. Наколькі это перамоўны працэс можа быць расцягнуты ў часе? Я думаю, что это может произойти и быстро. Все зависит от политической воли сторон. Александру Лукашенко не нужно оглядываться, не знаю, на Конгресс, на парламент, на свою вертикаль, чтобы принять какое-то решение. Але ў гэтым пытанні, ну, нават не можа быць не спыненне рэпрэсій ці там вызваленне палітвязняў, а збліжэнне з ЗША. Яму сапраўды ні на каго азірацца не трэба. Ну, мы видим, что он освобождает людей, и нет оснований полагать, что он эти шаги как-то согласовывает с Кремлем. Да? Он во многом остается достаточно автономен во внешней политике, которую реализует. У него поле маневра ограничено, то есть какая-то осталась... Хотя уже, опять же, как об этом судить, это отдельная тема. Но в любом случае он ограничен в том смысле, что отношения с Западом заблокированы. Сейчас его усилия, в принципе, хорошо вписываются вот в ту новую парадигму или в новый внешнеполитический подход, который продвигает администрация Дональда Трампа. Он как раз очень хорошо и со своими мирными инициативами в это дело вписывается. То есть это, в принципе, с обеих сторон, мне кажется, у власти находятся прагматики, которые руководствуются интересами, каждый своими, разумеется. И в этом смысле нахождение компромисса, мне кажется, вопрос только желания. Вот патлумачце мне, ласка, вот як дыпламат, мірныя ініцыятывы Лукашэнкі, вот як яны выглядаюць збоку?
что это за мирная ініцыятыва, что ён можа прапанаваць? Ну вот он: я за мир и размещаю ядерную зброю российскую, я за мир и подписывая пагадненне з Россией, по якім могуць расіяне размещать тут военные базы, я за мир, але русское войско тут ходзіць по Беларусі як хоча, у якую хоча там это самое частцы мяжу пераходзіць украінскую, а можа і не украінскую перайсці, і што ён з гэтым можа, якія ініцыятывы, што ён можа абяцаць? Ну, многие вещи, которые делает Лукашенко после 2020 года, тоже тут надо, мне кажется, немножко отделять, являются ответом на то, что идет на него со стороны Запада. Там это может быть и ответом на санкции и так далее. В каждом конкретном случае нужно разбираться по отдельности. Во-вторых, ну, ядерное оружие – это его давняя мечта. Он рассматривал это как элемент собственной безопасности. Я думаю, что так оно и является. И этот элемент на данном этапе или в какой-то перспективе может усилить его переговорные позиции, потому что снова возникает вопрос о выводе или того момента, как ядерное оружие оказалось на территории Беларуси, если это так, возникает в регионе вопрос о выводе этого ядерного оружия, и с кем его обсуждать. Ну, в том числе с ним. Понятно, что он в этой большой партии, в большой игре не является там значимой фигурой. Но сказать, что на этой территории он ничего не контролирует, я бы не сказал. Второе, все-таки представители украинской стороны, высокопоставленные, все эти годы периодически отдают ему должное за то, что с территории Беларуси не летят ракеты в сторону Украины. Да? Что вот в этом смысле агрессия с территории Беларуси прекращена. Является ли это его заслугой или российской недоработкой, сложно сказать. Ну, многие считают, что вот он сумел отпетлять. Является ли, если представить, подумать или задаться вопросом, является ли продолжение агрессии с территории Беларуси по территории Украины, отвечает ли его интересам его власти? Я думаю, нет. Тут как бы все совпадает. Я думаю, что он заинтересован в мире и декларирует необходимость остановки войны, независимо в принципе, от того, что говорят российские власти. Поэтому в этом смысле он гнет свою линию, гнет продолжительно, и Беларусь, по сути, белорусская граница стала той территорией, где идет обмен пленными. Есть примеры встреч представителей украинской и российской стороны на территории Беларуси. Как бы, мне кажется, когда началась вот эта полномасштабная война, никто не мог поверить, что, в принципе, повторение переговоров на территории Беларуси возможно. Но, тем не менее, они состоялись, да. И он был готов носить и кофе, если бы понадобилось, и ведра, как говорится, заряжать телефонные планшеты. И сейчас, и по-прежнему готов. Минск возобновил проведение конференций по безопасности. Вот они осенью уже две состоялись. И старательно и пытается затянуть на эти конференции как представителей Востока, так и представителей Запада. Можно отрицать эти старания или эти попытки, но они как бы есть. И Россия, с учетом специфической ситуации, в которой она оказалась, мне кажется, сейчас ценит или держит в уме Беларусь как некую потенциальную площадку. От глядач Максим піша: вось зараз ЗША не даюць зброю Украіне, Расія пачне ціснуць, ці можа не ціснуць, а я ўжо ад сябе дадам, нібыта гавораць пра планы вялікага наступа з боку Расіі там па двух накірунках, не з Беларусі, але тым не менш, і з Беларусі паляцяць ракеты, паедуць танкі. І што вот будзе з мірнымі ініцыятывамі Лукашэнкі? І ўвогуле такое магчыма, на ваш погляд? Давайте подождем, посмотрим. Может быть и такой сценарий. Я думаю, что американской администрацией инициирован мирный процесс. При всех издержках, которые сейчас несет американская администрация, как минимум имиджевых для себя. Да? Потому что критика раздается, мне кажется, даже из мусорного ведра. За это, да, значит, вот они инициировали мирный процесс. Если Россия откликнулась, если она обманет их ожидания, значит, это будет уже
Россия кинет США. Значит, я думаю, что и подходы американские после этой попытки прийти к миру будут другими. Ну, я думаю, мы ничем не рискуем. Я думаю, что Беларусь точно должна быть заинтересована в том, чтобы эта война как можно скорее закончилась. И Украина тоже. Разве ход боевых действий, так сказать, идет к тому, что Украина победит в этой войне? Нет, граница двигается медленно, но двигается на восток. Возможно, следующий мир или подход к миру... Да, вот этот мир, который как бы мы все желали и желаем справедливого мира, да, наказания агрессора, но это наше желание сталкивается с совершенно другой действительности на поле боя. И скорее всего, на этом историческом отрезке мир не будет справедливым, и агрессор не будет наказан. Но я думаю, что если война не остановится, то, так сказать, при следующем подходе к этому снаряду мир может быть еще более похабным. Што можа спыніць вайну, якія гарантыі бяспекі магчымыя, асабліва калі прыгадаць, ужо столькі надзеяў было на будапешскі мемарандум, а аказалася, што паперка, якая нічога не вартая. І тут вот Зеленскі шмат казаў, разоў паўтарыў, там падлічылі нават, по-моему, 17 разоў сказаў пра гарантыі бяспекі, вот это выраз падчас сустрэчы апошняй з Трампам. Але ці ёсць такі как бы опцыя такая, таких гарантый бяспекі, якія, вот як там казаў профессор Преображенский, бетон? Ну, их нет, и, мне кажется, быть не может. За это время Украина подписала соглашение о безопасности, в том числе и США, там еще с большой группой западных стран. Этого, видимо, мало. Ну, в конечном итоге, я думаю, что либо сильные мира сего договорятся и будут придерживаться каких-то новых правил какое-то время, опять же, потому что в истории ничего, ну, к сожалению, не вечно, и все, что мы можем наблюдать, что одна вещь стабильно изменяется, это границы государств. Если так посмотреть в историю, думать, что что-то в этом смысле поменяется, я думаю, не приходится. Мир – это результат компромисса, и он держится так долго, как долго стороны считают нужным договоренности придерживаться. То есть случилась бы эта война большая, если бы союзники в 22 году, не получив разведданные о том, что Россия готовится к наступлению, не стали уходить из Украины. Как сделали США, например, вывели все. Ну, кроме Макдональдса, наверное, да? Ну, я не знаю, мне кажется, нет. Ну, а тогда, когда они это делали, это все выглядело как приглашение. Ну, приходите, попробуйте забрать. Ну, Россия пришла. Не получилось так быстро, но получается медленно. Тогда Россия, ну, самое, мне кажется, в этом во всем не очень красивое, заключается в том, что вот Россия своими действиями агрессивными оспорила право Украины определять свою судьбу, что у нее есть выбор, да? Ну, так а западные союзники убедительно за это время доказали, что и выбора-то нет. 3 года идет эта война за свободу и независимость Украины, за право выбора, но ей в этом выборе отказывают. Гарантии безопасности, которые хотела бы Украина, это вступление в НАТО. Оно ей... Ну, мы видим, что в обозримой перспективе не светит. Западные страны не собираются воевать за Украину. Америка, ну вот новая администрация, которая шла на выборы, она шла с тезисом остановить войну. Они пришли к власти, этот тезис был поддержан американцами, они его реализуют. Поэтому какие, в общем, перспективы? Мне кажется, если это уже, вы понимаете, как американская дипломатия ввязалась в переговорный процесс с Россией. Если американскую дипломатию кинуть, я думаю, поменяется и подход. Но есть, мне кажется, я настроен оптимистически и думаю, что в данном случае стороны могут договориться. Да, этот мир, скорее всего, не понравится
Украине, не понравится людям, опять же. Ну, нам-то, белорусам, я думаю, легко понять, потому что многие из нас жили с идеей новой Беларуси долго, что вот-вот протест победит, что он вообще есть, что он победит, и новая Беларусь настанет. Ну, нет ни того, ни другого. Вот есть жестокая действительность, закрытая Беларусь. Я хочу звярнуцца да ўсіх наших слухачоў і гледачоў с прапановай і напамінам, каб вы подписываліся, і прычым не толькі на YouTube канал Еврорады, што безумоўна абавязкова, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак і расшырвайце, калі для вас гэта бяспечна, але таксама прапановую для вас вам заходзіць на сайт Цэнтра новых ідэй, дзе вельмі шмат, ну, можа вельмі не вельмі, але ёсць дастаткова цікавай аналітыкі, артыкулаў, разваг, даследаванняў, якія можна пачытаць, адсачыць, ну і скласці сваё меркаванне. Безумоўна, не забывайце пра ініцыятыву Мальдзіс, пра якую мы пагаворым трошечку пазней. Прамая спасылачка ёсць у нас у апісанні, там ёсць спасылкі таксама на шыкоўны YouTube канал, які вядуць, ну, как бы, саўдзельнікі по гэтай ініцыятыве спадара Павла, Рыгора Стапеня і Саша Івулін. Гэта топ называется YouTube іх канал. Калі ласка, тое, што робіць ініцыятыва Мальдзіс, там вось на гэтым Ютубе, на гэтым канале пра гэта ўсё расказваюць вельмі жыва, вельмі так с імпэтам і дасць добра вельмі. Івулін с Астапенем. Астапенем, бачыце, не ў сваім звыклым амплуа, а вот такі коцік, які расказвае пра дасягненні, якія дзякуючы Мальдзісу ініцыятыве адбываюцца. Ну і нагадаю усім пра нашу стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. Усе наши стрымы там, калі ласка, заходзьце і глядзіце. Павел, я ўсё ж таки вярнуся да гэтай тэмы, вось калі ўжо закранули яе, магчымага пагаднення, міра, на якіх умовах. Пакуль што мы калі і чуем вот пра гэты кампраміс, то пра кампраміс, які мусіць зрабіць са свайго боку Украіна, там паступіцца тэрыторыямі, там яшчэ нешта-небудзь, пра якія кампрамісы прапаноўваюцца пайсці Расіі, мы нешта нічога не чулі. Такое адчуванне, што это нават адміністрацыя Трампа прапаноўвае умовы міра, якія выгодныя Расіі найперш. То есть працуе на Путина. Ну так как кто в войне побеждает? Ход войны диктует условия мира. И я думаю, что американцы видят свою задачу в том, чтобы, во-первых, скинуть с себя эту проблему в принципе, чтобы ей занималась Европа собственной безопасностью. Ну, а во-вторых, чтобы закрыть этот вопрос. Потому что, ну, с моей точки зрения, может быть хуже. И будет, скорее всего, хуже на следующем каком-то витке истории, когда кто-то возьмется заключить этот мир. Ну, если считать потерю Крыма, Донецка и так далее первым разделом Украины, сейчас вот возможен второй, так или иначе, ну, то там мы подойдем к третьему разделу, когда ее просто может и... Ну, это опять же, исходя из того, на что готовы союзники в этой войне, исходя из того, что происходит на фронте, исходя из возможностей, как мне кажется, самой Украины, готовности воевать и так далее. Все, кто хотел, как мне кажется, повоевать за Украину, уже это свое желание реализовали. Ожидать, что будет какой-то мощный прилив или так далее, или что поставки вооружений... Они же, в принципе, до сих пор шли как-то с отставанием, и никто... Украина была ограничена в своем праве, в своих возможностях и пользоваться этим оружием. То есть никто из западных союзников не декларировал стремление там, победить Россию, да, или там, как у нас говорят, как Карфаген должен быть разрушен. Речь шла до сего момента лишь о том, чтобы поддерживать способность Украины обороняться. Ну, считать, что что-то в этом смысле поменяется, ну, вот есть какие-то телодвижения в Европейском Союзе. Ну, услышали указания с Белого дома, озаботились своей безопасностью. Но это решение опоздало как минимум там, на несколько лет, во-вторых, в-третьих, там, не знаю, те суммы, которые называются, ну, покажите их. А есть ли они в
в Европейском Союзе, вот чтобы это все дело так запустить. Может ли Европейский Союз позволить себе все то, что задумывается? Я в этом не уверен. Ну, поживем, увидим. То есть вы, ведаючы, папрацаваўшы ў Еўропе, ведаючы трохі іх менталітэт, нават ва ўмовах пэўных зменаў, якія адбыліся, не верыце ў тое, што Еўропа сапраўды прачнулася? Ну, она вынуждена будет проснуться, хочет она того или нет. Это уже, мне кажется, вопрос практически решенный. Но мне кажется, европейские президенты, руководители европейских стран ключевых, они сейчас решают немного другую задачу. Они хотят помирить Зеленского с Трампом, рассчитывая, что в этой связке еще из этого что-то еще можно выжать. Пытаются разработать свой мирный план. Я думаю, что единственное решение, которое поддержит американская администрация совершенно точно, это если военные бюджеты в европейских странах и в Евросоюзе в целом возрастут. Это да. Все остальное, ну, мне кажется, Трамп идет своим, скажем так, путем. Это поезд, который набирает скорость. И как бы рамка совершенно четко обозначена, она понятна. Можно только лишь попытаться как-то встроиться в этот поезд, вскочить в него, и чтобы каким-то образом учесть свои интересы. Мне кажется, попытка стать на пути этого поезда, опять же, она закончится плачевно. Ну, в данном случае для украинского руководства. Вернемся до беларускага пытання. Що ж таки, калі гэтыя перамовы ідуць і яны будуць працягвацца, то ўсё ж таки можна казаць, што сапраўды нейкая там тактыка, стратэгія адносінаў у Беларусі яна змянілася, што ад вот гэтага кірунку некага там ціску палітычнага, эканамічнага пра санкцыі вырашылі, ну прынамсі там, скажем так, троху адысці, калі не адмовіцца, і у гэтым накірунку і будзе развівацца дыалог. Я думаю, ну, можно говорить о большей гибкости, проявляемой американской стороной в этом вопросе. Как и в целом, да. То есть я не думаю, что там Америка целиком и полностью от всего откажется, от своих подходов, и будет тут мир, дружба и консульская служба и с Беларусью, и с Россией. Ну, во-первых, Беларусь, в принципе, ограничена в своем маневре, в своей возможности наладить отношения с западными странами, в США в частности. Я думаю, что для этого все-таки, чтобы прийти к действительно нормализации полноценной, нужно, чтобы в Беларуси поменялась власть. Все-таки уже, это, мне кажется... Во-вторых, я не думаю, что Лукашенко, понимаете, ну, для него же вот ситуация... Если, допустим, где-то в 2014-м она как-то, может быть, в 2008-м там с Грузией не очень убедительно могла для кого-то быть, в 2014-м, но мне кажется, у белорусских властей, в принципе, всегда было достаточно четкое понимание, на что способна Россия и на что способен, в принципе, Запад, да? А вот 2020 год он показал, ну, абсолютно наглядно. Вот предел проблем, которые могут организовать для белорусских властей западные страны. Ну да, почти изолированная, границы закрыты, там отраслевые, все под санкциями. Ну, это как бы не проблема, когда есть такой сосед, а он же оказался не один друг в этом мире. У Александра Григорьевича Лукашенко друзей полно. Вот, поэтому это все решаемо. А вот проблемы, которые может организовать Россия. Вот сейчас это все наблюдается на территории Украины. Вот поведение союзников. На что они могут пойти, как они могут подключиться, это их максимум, это предел. Так это еще с Украиной, да? А с ним так, ну, подавно такого же не будет. Поэтому я думаю, что его инстинкт самосохранения четко подсказывает ему быть осторожным, даже если его ничего не ограничивает в плане Кремля и так далее. Я готов себе представить, что, в принципе, Кремль ему предоставил относительную свободу в этом смысле, потому что там, я думаю, понимают, что далеко Александр Григорьевич уйти не может и не в силу возраста.
і не хоча асабліва, да, разумеючы патрабаванні, якія выставляюцца. Але калі ўсё ж таки вот гібкасць гэтая з боку ЗША будзе праяўляцца і надалей, і чым далей, тым больш гібчэй яна будзе станавіцца, як Еўросаюз отреагуе на это? Вот калі глядзець вот менавіта сённяшніх рэалій, таких вот троху нацягнутых адносінаў паміж ЕС і ЗША, ці будзе як раней? Ну, калі ЗША, то тады і мы тут нешта. Зараз. Ну, я думаю, что движение в любом случае, просто потому что, ну, хотим мы того или нет, на календаре 25-й год состоялись новые выборы, псевдовыборы, как угодно их можно называть, но они состоялись, прошли, и со стороны обществом это новое, так сказать, новое воспринято спокойно, да, нету. В Минске никто не протестует, не бастует, не сопротивляется. Видимого протеста нету. Плюс, ну, лагерь западных союзников, он, в принципе, раскалываться начал-то не вчера. Ну, вот была Венгрия, небольшое окно в Европу для белорусских властей. Вот уже есть Словакия. В начале этого года посол Беларуси в Словакии вручил президенту Словакии верительные грамоты. Это таинство признания, взаимного признания глав государств друг другом. Да? Если кардинально изменятся подходы США, будет приостановлено санкционное досье, потому что у американцев есть свое санкционное досье по Беларуси. Его приостановка будет, я думаю, что чувствительным для Беларуси, даже если оно не касается там... Ну, в общем, это в любом случае очень будет важный шаг, то ему вполне возможно последуют и другие европейские страны. Евросоюз не однороден. Они выглядят, ну, может быть, собравшись на саммит, выглядят какой-то такой мощной силой, но... То есть это как спички в коробке. Вы, когда спички в коробке, не поломаете их, но по одной... Вы можете сломать хоть 100, хоть 200, хоть 1000. Я не думаю, что это по силам белорусской дипломатии, но если, в принципе, начнутся ломаться подходы, связанные с безопасностью в регионе, а это уже по силам Соединенным Штатам, если они зададутся такой целью, то, так сказать, паровозом пойдет и начнут сниматься санкции или приостанавливаться санкционное давление на Россию, то паровозом пойдет и Беларусь. Я в этом убежден. Ну и американская дипломатия совершенно точно эту задачу решит. Это видно даже по тому, как ведут себя лидеры европейских стран, которые оказываются в овальном зале. Вот акурат таки пытаўся глядач под нікам Максим, ці можа быць такі сцэнар, калі ЗША і ЕС будуць мець розныя погляды на Лукашенку, да чаго гэта прывядзе? То есть, умоўна кажучы, таких уже кардынальна розных не будзе. Нет, они могут, какие-то страны могут упорствовать, страны-соседи, там Польша, Литва, которые сильно вложились вот в эту белорусскую историю, и как-то отматывать назад, ну, получится, что признать, что все предпринятые до этого усилия были напрасными. Зачем строили забор, если можно было просто договориться о том, чтобы Лукашенко возобновил, так сказать, выполнение своих обязанностей по охране границы? Ну, это, в общем, вопрос, который висит... Он же заявляет, что я тут ничем вам не обязан мяжу ахоўваць. Да, он об этом говорит. Но это как приглашение. Давайте договоримся снова. Вы как бы пойдете мне навстречу, и я не против. И спилим вместе этот забор. Я приду с болгаркой, вы придете с болгаркой. Вы с одной стороны, я с другой. Снесем его. Ну, з іншага боку, а навошта тады ўвогуле мяжа? Калі ён яе там не ахоўвае. Нет, так это же отказ. Это, опять же, тут эта история, она не так... Это был ответ на санкционное давление. Он ответил тем, чем мог, что было в его возможностях. Вот. Чтобы эта проблема миграционная была снята, ну, нужно, чтобы он выполнял свои обязательства. Пока он не видит для этого. Он же сам на эту тему уже многократно говорил. Я думаю, что он в этом смысле вполне открыт и честен. Да? Ну, факт остается фактом. До 2020 года белорусская граница не была
проблемой с точки зрения нелегальной миграции. Ну, сопоставимой там с какими-то другими каналами. Ну, это возвращаясь к теме влияния, вернее, разницы в позициях ЕС и США, она может быть, но она с течением времени будет размываться. Ну, тем более, опять же, просто белорусский вопрос, он, скажем так, ну, объективно нерелевантен там для Соединенных Штатов так, чтобы им предметно заниматься. В Беларуси ну, посольства нету, а то, которое было, мне кажется, самым маленьким в регионе. Поэтому это показывает вообще степень вовлеченности США объективно в белорусскую ситуацию. Но эта вовлеченность может увеличиться. И увеличиться она может вот в контексте мирного процесса, который активно продвигают Соединенные Штаты. Беларусь, белорусские власти по своим подходам в этот процесс вписываются. Марыся пишет: в сложившихся обстоятельствах что-то не очень верится в освобождение политзаключенных. Цікаво, на что спикер спадзяецца? Ну, повторюсь, все политзаключенные выходили на свободу. Выходили на свободу, причем уезжали из Беларуси или оставались в Беларуси. То есть это для белорусской власти это не является проблемой безопасности. Нет, это большинство людей, которые, отсидев уже такие сроки, выйдут на свободу, они, в принципе, будут сломаны, они уже сломаны. Это не выйдут борцы. Но даже борцы, есть имена людей, которые уже мотают по политическим статьям не первый срок. Да? Но их выход в предыдущие кампании на свободу не сопровождался подъемом национально-освободительного движения или революционного движения. И думать, что это произойдет сейчас, считать, что Александр Лукашенко сидит там и дрожит от того, что он освободит кого-то, да нет, я думаю, что это давно не тот случай. Я думаю, что он, в принципе, чувствует себя вполне в безопасности, его, так сказать, ход его мыслей в другом направлении. А чего ж тады пропагандисты так как бы прызнаюць ці там раскрываюць пажаданні рэжыма, што калі будуць вызвалены эти люди, то с умовай того, что яны з'едуць з краіны? Я не знаю, чьи они пожелания раскрывают, может, свои фантазии. У нас же тоже вот в экспертном сообществе сколько фантазий, да, на разные темы, и внешнеполитические в том числе. Поэтому да, там то же самое. Есть определенная рамка, о чем они могут анализировать, шутить, предполагать, прогнозировать. Вот они стараются на всю широту ноги. Можа быць, у такім выпадку прыспеў час там следам за ЗША, не следам, сыходзячы са сваёй логікі, і Еўропе змяніць, так стаць больш гібкай у гэтай сітуацыі і ў гэтым накірунку. Я маю на ўвазе найперш вызваленне палітвязняў, што хаця бы дзеля таго, каб вызваліць палітвязняў, пайсці на нейкія саступкі. Да, я думаю, это вопрос этот назрел давным-давно, еще в конце 2020 года, когда стало понятно, что все, как бы инцидент в этом смысле власть устояла, и ничего ей не угрожает, и нужно освобождать людей. Тогда ведь 21 год Макей, по-моему, открыто заявил, что если будет наращиваться санкционное давление, то гражданское общество, которое вы лелеяли, это он имел в виду Запад, просто исчезнет с лица белорусской земли. Так и произошло. И уже прошло 4-5 лет, да, уже появились ростки другого гражданского общества, которое, земля, она все равно дает какие-то всходы, да, под тем солнцем, какое есть, в тех условиях, какое есть, уже вот там свой какой-то ландшафт. То есть, а Европа продолжает жить, не знаю, чем, старыми подходами на что-то. Але Павел, выбачаюся, я памятаю наши этой размовы, я адмыслова перад эфиром праглядзеў, я памятаю 21 год, нават загаловак мы вынеслі ваши словы, что рэжым дэманструе сваю дамоваздольнасць, вот трэба гэтым карыстацца. Але мы кажам про 21 год. Что там были за санкции? По сённяшнім дні нейкі дзіцячы лепет.
Гэта было до самолета, гэта было до войны. І выбачаюць, а там уже Макей там со сваімі там папярэджаннями, пагрозамі. Так что там былі за санкцыі? І што гэтыя санкцыі у прынцыпе індывідуальныя там санкцыі там і нейкія там лёгкія там яшчэ яны прывялі до таго, яны былі так страшныя рэжыму, яны сталі нагодай для того, чтобы самолет садзіць і ў вайне удзельнічаць. Ну, это ж все, ну, война, опять же, ну, если кто-то ожидал от Александра Григорьевича Лукашенко другого, что он под давлением, ну, скажет, ну, я был неправ, я, так сказать, сдаюсь, все, я был неправ, отпускаю всех, в Россию я не пойду, там кошмар, там можно вляпаться в какую-то историю, они готовят к войну, не, я в этом участвовать не буду, нет, ну, это ж, как бы, интересы власти превыше всего. Ну, 2020 год показал, что для Александра Лукашенко власть превыше всего. Ее он любимую не отдает. Вот он ее не отдает. Но сейчас для него ситуация изменилась. Она уже не сейчас изменилась. Она, в общем-то, давновато изменилась. Наверное, еще в 2021 году точно она уже была такой, что, в принципе, его власти ничего не угрожало, и он мог бы начать переворачивать эту страницу. Или, как говорил Макей тогда, давайте начнем диалог с чистого листа. Он просто просил для себя права, чтобы его признали таким, какой он есть. Ну, есть же такие авторитарные режимы на планете Земля, которым позволено иметь политзаключенных, держать их всю жизнь. И вообще многое позволено. Да? Про демократичность выборов вообще не заморачиваться, рисовать себе сколько угодно. И с ними идет обычная коммуникация. Почему он не может себе позволить? Он не создает угрозы безопасности для соседей. Ну, миграционный кризис еще был до него. Напереди, да? Все было впереди. Посадка самолета тоже все это было впереди. Ну, не приняли его таким, какой он есть. Начали вводить санкции. Вы говорите, что они были вегетарианскими. Но я не думаю, что те предприятия, которых они касались... И это же все, понимаете, санкциями... Особенно в западном мире с того момента, как Беларусь просто попала в санкционное досье, для многих западных бизнесменов это уже было красной тряпкой, что не надо взаимодействовать, не надо заключать какие-то контракты. То есть западный бизнес, который был представлен в Беларуси, он начал страдать от санкций, которые к этому бизнесу еще отношения не имели. Заказчики стали, вот Штадлер, например, санкции еще не коснулись его напрямую, а уже западные заказчики отказывались от своих заказов. Ну, потом пошла тяжелая артиллерия. Американские санкции, они касались нефтянки, но это уже было чувствительно. Потом пошли секторальные санкции, которые по ощущениям многих должны были что-то, как бы все, уже сейчас все, тут там Россия прекратит помощь, радиоактивный какой-то это актив, она бросит и так далее. Чего только не было по этому поводу сказано. Казались они уже достаточно жесткими. Ну, была Россия, и было понятно, кто от этого будет всего выигрывать. Россия от этого всего и выиграла. Калі мы кажам зараз про гібкасць, можа быть, прыпынення, заморозку, уже пра зняццё там конкретное не ідзе, ну любіце спачатку там, скажем, заморозіць санкцыі, але мира ва ўкраіне яшчэ няма. Ці не адкрывае гэта магчымасці ўсё ж таки і так эканоміка прадпрыемствы Беларусі, калі верыць Белполу, працуюць там у 3 смены на расійскую ваенку, у тым ці іншым там ключы, пачынаючы ад пашыва умоўных парцянак і заканчиваючы снарадамі рэактыўнымі. А зараз яшчэ больш магчымасцей открывается. Ну, слушайте, опять же, какой выбор был у Лукашенко? Ну, нужно же понимать, с кем мы имеем дело, и, с другой стороны, нужно понимать, какой у него выбор был. Либо предприятия закрывать, либо их как-то перепрофилировать, искать для них рынки. Он этим всем и занялся. Если в Россию пошло это, ну так ради бога. Ну и в конце концов, это же все-таки, понимаете, вот Россия, значит, Беларусь союзник, ну, работает на оборонные, на нужды военной промышленности России. Вот есть Украина, есть у нее союзники, ну, вот они все... Ну, это как бы, мне кажется, что это
в политике, ну, мне кажется, достаточно должно быть понятно и не является масштабным каким-то вот действительно большим преступлением. То есть это, я бы сказал, это такой ход событий, да, так вышло. Если бы у Беларуси действительно был выбор, вот, мог он быть, и она выбрала эту сторону, ну, Беларусь же не спрашивали. Предприятия не голосовали. А давайте мы будем поставлять комплектующие для российских ракет или не будем, а закроемся и, не знаю, поедем в лес жить. Ну, откройте экономике Беларуси возможности, и тогда увидим. Да? Откройте понимаете, вот была определенная линия поведения по отношению к режиму на протяжении этих лет. Она ничего не дала. Она только еще теснее сплела этих двух союзников. Она вплела белорусскую экономику в российский оборонный заказ, в военную промышленность. Ну, попробуйте другую линию. В конце концов, мне кажется, в любом конфликте важно отколоть союзника. Да? Это тоже часть войны, да, или часть кампании по противодействию, часть противостояния. Но почему-то как бы к этой мысли не приходят, хотя, опять же, Лукашенко все эти годы демонстрирует готовность разговаривать, обсуждать. И опять же, абмяркоўваць что, як яго оставить у пакоі і як ён далей атрымае магчымасць, слушайте, по крайней легально мере, санкции не являлись проблемой для него в том смысле, что он освобождал людей. Вот по Шклярову позвонили, он освободил, санкции ввели. И вводили дальше американцы, и дальше, и дальше, и дальше. Но когда коснулось, стали с ним предметно что-то обсуждать, он снова освободил людей. Швейцария поднимала вопрос об освобождении своей гражданки, ну и гражданки Беларуси одновременно. Долго вела переговоры, договорились, освободили. Швейцария присоединилась к очередному пакету и дальше продолжила. Ну, и все сохраняют лицо, а люди выходят на свободу. Я думаю, что это, опять же, в этих случаях обсуждалось. Я думаю, что ни швейцарцы, ни американцы, когда связывались с Лукашенко, они не пытались его переделать, сделать добрее. Они обсуждали с ним конкретную проблему освобождения этих людей. Если список этих конкретных проблем расширится, репрессии там, и так далее, ну, по ним тоже возможно решение. Ну, ему придется пойти навстречу. Но это издержки действительности. Он устоял у власти, он контролирует ситуацию. Так же, как с миром в Украине. Ну, кто побеждает? Кто? Ну, пакуль на Россию, у России перавага ўсё ж таки яны займаюць хай з дапамогай там тысяч трупаў, але займаюць новыя. Але, Павел, ну, не ўсе людзі, далёка не ўсе людзі маюць як палітыкі, як дыпламаты, может быть, нават як журналісты такую толстую скуру і могуць там дзесьці у нечым, может быть, нават цынічна, там меркантыльна, там ці яшчэ як хочаце, рэалістычна разважаць на ўсе вось гэтыя балючыя тэмы. Шараговы чалавек глядзіць на гэта, слухае нас і кажа, што, боже мой, так это што, гэта ўсё ім прабачыць? На ўсё закрыць глаза, забыцца на забойствы Ашурка, там іншых людзей, якія Пушкіна, якія былі закатаваныя ў турме. Я нават не кажу нават пра тых, хто загінуў падчас акцый, пра зламаныя лёсы людзей, якія пасля турмы выходзяць на сцэну, з турмы на сцэну, сказаў, таму што зараз толькі што у нас сёння быў эфір з музыкамі гурта Ірдара, такія адсядзелі 2 гады. Яны расказваюць пра зламаную псіхіку сваю, якім цяжка было вярнуцца на сцэну. То есть і гэта ўсё вот так вот, умоўна кажучы, забыцца, перагарнуць старонку, як там Макей казаў, з чыстага ліста пачаць. Ну, это ж достаточно условно. Я не думаю, что какое-то возмездие или наказание, или гага, там, что бы то ни было, да, возместит кому-то годы, проведенные в тюрьме, вернет к жизни тех, кого нет, восстановит поломанные судьбы и так далее. Ну, с другой стороны, это же наша с вами жизнь. И мы вот в какой-то... Либо мы проводим ее в какой-то бессмысленной борьбе,
действуя в ключе, который не дает никаких результатов. Либо мы меняем, пытаемся поменять метод воздействия. Там, ну, речь идет об изменении подходов и политики, в конце концов. Я же как бы давно предлагаю не так уж и много. Просто посмотреть на те механизмы, которые действуют, а которые не действуют, и подействовать, в принципе, не могут. Если разговоры, вступление в контакт освобождает людей, а другой возможности их освободить нету, ну так хорошо будет, если эти разговоры будут, и люди, по крайней мере, выйдут раньше. Отсидят не 5 лет, а 2 или 3, даже если 4. Ну, неважно. Любое то, что будет раньше, уже будет... Опять же, мне кажется, есть конфликт наших представлений о жизни и действительности. И особо остро переживают все, что мы сейчас наблюдаем, люди, для которых как-то вот представление о жизни, какой она должна быть, доминирует над той действительностью, которую они отказываются принять. Ну, такая действительность, слушайте. Но это же, опять же, не конец света. Границы государств меняются. Допустим, если нельзя вернуть территорию Украины военным путем, ну, возможно, можно мирным путем, да? Поэтому можно приводить массу исторических примеров. Слушайте, ну вот где, скажем так, Германия, проигравшая 2 мировых войны и претендовавшая вообще на бог знает что, вот, по уровню развития, и Беларусь, вот она проигравшая, а мы победитель в той войне. Ну и где Германия, а где мы? Лёс сложился иначе, да. Ну, в общем, я не думаю, что в любом случае конец света. Нужно просто попытаться заплатить, минимизировать цену, которую люди платят за то, что происходит в мире. Или за то, что не могут изменить. Як бы мы тут зараз вось не ставіліся да словаў Павла Мацукевіча, але я хацеў бы звярнуць увагу, і от я прыгадываў, што там праглядаў нашыя размовы колішнія, і сапраўды Павел вось на гэтай пазіцыі, што трэба ўсё ж таки мяняць тактыку, стратэгію, спрабаваць іншыя шляхі, дамаўляцца і вызваляць палітвязняў, спыняць санкцыі, якія ўсё больш завязваюць Беларусь на Расіі, стаяў яшчэ з 21 года. Вось той же самы наша размова под загалоўкам про дамоваздольнасць рэжыма і гэтак далей нездарэмна я узгадаў. Але тады Павел быў агентурай, маргінезам, усім чым заўгодна, калісьці кажучы, у меншасці. Нават Егоров яшчэ не на той пазіцыі стаяў на той момант. Зараз выглядае на тое, што Павел, ну как бы праў-непраў гісторыя рассудзіць, але прынамсі, што на такую же пазіцыю прымае ЗША, пачынае дзейнічаць у гэтым накірунку, магчыма, нават ужо у Еўрасаюзе такія ж думкі ўжо дзесьці пачынаюць. Што рабіць дымсілам, што рабіць нам, беларускаму грамадству, тым, хто знаходіцца зараз у міграцыі, напрыклад? Ну, демсилы – это профессиональная борьба, поэтому тут я как бы не оставлю за скобками. Ну, професійна змагацца можна таксама по-рознаму. Шмат ужо мы чулі про тое, што і дымсілам трэба мяняць сваю стратэгію, і, безумоўна, не Ціхановская і не Латушка ўводзіць санкцыі, але яны могуць ісці да заходніх палітыкаў і, ну, как бы мяняць сваю рыторыку і ўжо заклікаць да іншага, там, можа быць, да пачатку перамоваў у ключы таго ж самага ЗША. Ну, это их выбор. Это вы... Не, я разумею, мне ваше меркаванне цікава. Ну, мне казалось это важным, что для них, с учетом отсутствия прихода и отсутствия каких бы то ни было перспектив прийти к власти в Беларуси, да, или изменить ситуацию, оставалось одно – озаботиться проблемой политзаключенных и всячески стимулировать западные страны или лидеров западных стран, чтобы они в этот процесс впрягались. Без каких бы то ни было условиях, на тех условиях, на которые они сами готовы пойти. Да? В любом случае, ведь
В тех случаях, когда была коммуникация с Лукашенко, эти страны, которые вели коммуникацию, они не спрашивали у Демсил, там, а надо ли, а можно ли мы позвоним куда-то. Да? Бывало, что постфактум были какие-то разговоры, объяснения, как в случае с Меркель, которая пыталась разрешить миграционный кризис, которая потом объясняла Светлане Тихановской, что да как да почему. Ну, я думаю, что всем нам просто нужно встраиваться в эту новую жизнь, в новую действительность, там, где мы находимся. И если изменится ситуация в Беларуси к лучшему, ну, прекрасно. Не изменится. Мне кажется, жить какими-то мечтами, мы далеки от этих процессов. Беларусь живет своей жизнью, там идут свои процессы. Вот несколько дней уже назначается новое правительство в стране. В общем... Ну, сёння ўжо, здаецца, прызначылі, ці, скажем так, перапрызначылі ў пераважнай большасці старых. Да, ну еще кандидатура премьер-министра остается открытой. То есть власти позволили себе растянуть, сделать это главной новостью, чтобы это как-то вот было, звучало целых 3 дня, как минимум. То есть это главное, что сейчас происходит в стране. Вот и все. И насколько мы со своими представлениями, там, идеями или... вписываемся вот в эту белорусскую действительность, и я не знаю. Пытаться в нее вписаться дистанционно, нет, куда уже более важнее вписываться в ту жизнь, в те реалии, в которых мы находимся. Ну і нейкае сваё беларускае жыццё будаваць у тых рэаліях і на той тэрыторыі, дзе мы знаходзімся. Так, дакладна, я лічу, што гэта вельмі важна. Заставацца беларусамі ў любым выпадку. Я тут мягко так подвёў, тому что спрачацца ці дыскутаваць на тэму там вот ўсё ж таки што цынічна, што не цынічна і што рабіць, каб ўсё ж таки нечага дамагчыся і ці магчыма нечага дамагчыся так, як гэта нам хочацца, уяўляецца складана. Таму давайте можа быть, ініцыятывы Мальдзіс. Чым можете парадаваць? Якія новыя дасягненні, здабыткі, што рыхтуецца? Давайте такі анонс. Ну, про тое, што рыхтуецца, я казаць не буду, бо звычайна так, нешта распавядзеш пра планы, і потым все гэта... Раскажы Богу, да? Так, да. Таму, ну, про тое, што адбываецца, магчыма, чулі, нам пашчасціла набыць радзівілаўскую карту. Вось, дзякуючы падтрымкі беларускіх ахвярадаўцаў, што важна. Гэта не першы, я спадзяюся, не апошні здабытак, але вельмі важны для нас. Вось, працуем створаны TikTok, які завецца Свет Мальдзіса, заклікаю ўсіх падпісвацца, у якім мы распавядаем пра важныя беларускія постаці, важныя ў гісторыі беларускія постаці, некія цікавосткі. Всё гэта спрабуем папулярызаваць такім чынам спадчыну. Вось, ну, Мальдзіс жыве як Беларусь. Спадзяюся, справа, якой займаецца Мальдзіс, можа, сам Мальдзіс не, але справа гэта будзе жыць вечна, як сама Беларусь. Такім чынам, подписывайтеся на TikTok ініцыятывы Мальдзіс, і не толькі на TikTok, заходзьце на іх старонку, глядзіце іх YouTube канал под назвай гэта топ, вось Астапенія, якога так любяць часам крытыкаваць за яго даследаванні, тут займаецца сапраўды карыснай справай. Рыгор, прывітанне. Ну і Саша Івулін, разам яны там усё гэта робяць, таму, калі ласка, сачыце за іхнімі дзеяннямі, здабыткамі, ініцыятывамі. Ну, безумоўна, Еўрарадыё, YouTube канал, подписывайтеся, расшэрвайце. Ну і наша стрымінгавая платформа Беларусь Туморроw. Я просто коротко, асноўныя мэты ініцыятывы Мальдзіс — гэта першае, папулярызаваць Беларусі, беларускасці, беларускія постаці, якія гістарычныя, якія жылі на тэрыторыі, ну, то есть за межамі Беларусі, што дзейнічалі. Вось вы вядзеце маршрутамі знаных беларусаў, еўрапейскімі маршрутамі, дзе яны былі, што рабілі, чым адметныя былі. Ну і апроч таго, гэта вяртанне у беларусам забытых іх каштоўнасцяў розных. Ты вот так статут, ці як вот мапа радзівілаўская. Падтрымка адкуль ідзе? Прыватнае ахвяраванне беларусаў.
То есть калі вы нешта знайшлі, вы там кідаеце, у вас ёсць нейкі пул, умоўна кажучы, вы ж не рассказываете, вот як зараз вы не захотели мне рассказывать про свае планы, але я подозраю, что нешта ўжо рыхтуецца, вы ж не стали рассказывать, то есть вы не выходите там гучно там умоўна на плошчу и не крычыце: беларусы, мы тут знайшлі такое-то, трэба столько-то грошай, давайте, вот шапка, давайте скидаться. Працуе неяк інакш як? Асабіста шукаем, ёсць нейкі пул людзей, ужо ёсць ён, вось, але шукаем іншых. У гэтым сэнсе мы адкрытыя, нам гэта, так бы мовіць, буйныя справы вяртання, яно адбываецца не кожны дзень мы штосьці вось важнае з пункту гледжання беларускай ідэнтычнасці, гісторыі знаходзім. Не ўсё, што мы знаходзім, можна здабыць, бо каштуе вялікія грошы. Бо па сутнасці-то вельмі шмат чаго беларускага, як той казаў Адам Осіпович Мальдзіс, больш за 90% беларускай культурнай спадчыны яно знаходзіцца за межамі Беларусі. Таму куды б вы умоўна ў Варшаве не пайшлі, вы сустрэнецесь тым, што беларусы маюць права лічыць таксама беларускім. Вось мы сваю задачу бачым у тым, каб паказаць, па-першае, паказаць беларусам гэтыя месцы і папулярызаваць іх. Тое, пра што вы казалі, вярнуць забыцця і постаці, гісторыю, і дакладна фізічна вярнуць некаторыя артефакты. Але мы збіраем дапамогу таксама на вось штотыднёвую дзейнасць, вось на папулярызацыю гэтай спадчыны, на стварэнне TikTok, YouTube канала. Мы робім мапу беларускіх каштоўнасцяў у свеце, і гэта не толькі беларускія сляды за межамі Беларусі, гэта таксама прысутнасць нейкіх гістарычных замежных постацяў на тэрыторыі Беларусі. То есть паказаць, што Беларусь гэта краіна ці тэрыторыя, якая мела вельмі глыбокія, шырокія сувязі з замежжа, з Еўропай перш за ўсё, і пэўны час, доўгі час развіццё Беларусі ішло якраз у еўрапейскім кантэксце. Вось. І гэта все можна падтрымаць. Калі ёсць цікавасць, заходзьце на нашу старонку, там ёсць рэквізіты, мы вельмі рады, шануем кожны данат, якім бы маленькім ён не быў. Такім чынам, калі ласка, падтрымайце шыкоўную ініцыятыву Мальдзіс, можна там пагаджацца, не пагаджацца з там паліталагічнымі поглядамі ці жыццёвымі Паўла, але тое, што робіць ініцыятыва Мальдзіс пад яго кіраўніцтвам, гэта сапраўды варта. І на завяршэнне, Павел, все ж таки вот этих, як вы сказали, артефактаў беларушчыны вы ўжо здабылі пэўную колькасць. Я ведаю, што вы кажаце, што некалі гэтыя ўсе артефакты зоймуць сваё пачэснае месца недзе там на выставах у Беларусі, там ці ў нейкіх там замках ці яшчэ дзе-небудзь. Але да таго часу у меня такое адчуванне, што у вас свая хутка будзе экспазіцыя, якую можна будзе дэманстраваць як асобную музейную экспазіцыю. Нема нейкая вот все ж таки плана недзе зараз яе размясціць, каб беларусы уже цяпер маглі ўсё гэта прыйсці паглядзець. Магу сказаць, што мы пра гэта думаем. Магчыма, мы да гэтага прыйдзем. Ёсць іншае, і гэта ўжо гаворка, дарэчы, пра планы. Мы спрабуем даць гэтым артефактам, якія мы здабылі, другое жыццё. Я спадзяюся, вы хутка даведаецеся, пра што ідзе гаворка, мы хутка аб гэтым аб'явім. Але гаворка ідзе у прыватнасці пра радзівілаўскую мапу, мы спадзяемся даць ёй второе жыццё. Як гэта будзе адбывацца, хутка даведаеце. Тады я так просто мару, тады кожны беларус можа там мець з сабой так раз і такія. А зараз мы вам покажем, адкуль на Беларусь
будуць вяртацца беларусы. Дзякуй вялікі. Павел Мацукевич, Зміцер Лукашук. Яшчэ раз подписывайтеся на TikTok ініцыятывы Мальдзіс, заходзьце на іх YouTube, на іх праграму, на іх старонкі, падтрымлівайце донатам, калі гэта для вас магчыма і цікава. Ну і безумоўна, YouTube канал Еўрарады, ставьте свои падабайкі, расшэрвайце, калі вам бяспечна, націскайце на званочак. Ну і платформа Беларусь Tomorrow чакае вас. Усе наши стрымы і відэапрадукцыя наших калегаў ёсць там. Глядзіце, атрымлівайце асалоду. Жыве Беларусь.